Привет всем! Сегодня у нас 4-й урок. Мы продолжаем изучать кыргызский язык. Если я попалась вам первый раз, загляните в предыдущие уроки, потому что там я объясняю грамматику, начальную основу грамматики, и новые слова изучаем. К 4-му уроку вам уже нужно знать те уроки, которые мы уже прошли, и вам будет, конечно, легче. А сегодня в 4-м уроке мы пройдем месторасположение. По-кыргызски это жатыр жөндөмө. Отвечает на вопрос кайда – это где, кимде – у кого, эмнеде – в чем или где. Окончания здесь чуть-чуть поменялись, друзья. У и ю оставили букву О и перешли к А и У. То есть, если гласная А, И, У, Ю, то окончание будет та или да. Если О, то или до. Если Е, И, те, де. Ü, Т, Д. Например, менде, у меня. Алма – это яблоко. Менде алма бар. У меня есть яблоко. Сенде. Сен – это ты, сенде – это у тебя. Сенде алма бар. У тебя есть яблоко. Допустим, Саша. У Саши есть яблоко. Саша да алма бар. Просто добавляем окончание и превращается в месторасположение. Да? У кого или в чем или где. Да? Если между корнем и окончанием добавить окончание для притяжательных существительных, то мы получим месторасположение, присвоенное третьим лицам. То есть для третьего лица мы добавляем букву «н». Например, мой завод – это менин заводум, а в моем заводе менин заводумда. На моем заводе менин заводумда. Үй – дом, сенин үйүң. Твой дом. В твоем доме сенин үйүңдө. То есть «н» здесь не добавляем ни в первом, ни во втором случае. Но когда идет о третьем лице, анын или алардын, да? Анын, допустим, көл озеро. В его озере, да? Анын көлүндө. Здесь уже нужно добавить буковку «н», потому что не бывает такого, что анын көлүдө. «Н» обязательно добавить. Обязательно надо сказать анын көлүндө. Пройдем новые слова и грамматику сегодняшнего языка. Будут новые слова, которые нужно будет выучить. И на примерах будут новые слова, которые не надо учить. Это для примера, для того, чтобы вы понимали, в каких случаях используется это окончание. А новые слова нужно будет выучить, как я уже говорила, в конце этого курса. Я добавлю описание или название фильма, который нужно посмотреть. И в этом фильме будут все слова, которые есть на моем курсе. Итак, новые слова. Кагаз – это бумага. Кагазда жазылган. Написано на бумаге. То есть где, да? На бумаге. Кагазда. Жүрөк – это сердце. Жүрөктө калды. Осталось в сердце. Где? В сердце. Жүрөктө. Жолук – это платок. Жолукта абдан сулуу гүлдөр тартылган. На платке нарисованы очень красивые цветы. Жолук – это платок. Где? На платке, да? Жолукта. Абдан мы проходили на прошлом уроке. Очень. Сулуу – красивый. Гүлдөр – это цветы. Тартылган – это нарисован. Жолукта абдан сулуу гүлдөр тартылган. Маданият – культура. Кыргыз элдин маданиятында абдан жакшы салттар көп. Салттар көп. Кыргыз элдин, кыргызский народ, да? Маданият – это культура. Где? В культуре народа, да? Маданиятында. Абдан жакшы мы уже проходили, очень хороший. Салттар көп. Салттар – это
традиций. Итого получается, в кыргызской культуре очень много хороших традиций. Кыргыз элдин маданиятында абдан жакшы салттар көп. Далее. Той – это пир. Тойдо жолугушабыз. Жолугушабыз – это встретимся. То есть быз – это окончание для нас, да? То есть здесь можно сразу понять, что это мы. Тойдо жолугушабыз. Встретимся на пире. Далее жол – дорога. Жолдо жолугушабыз. Встретимся на дороге. Köprüde жолугушабыз. Встретимся на мосту. Далее мы пройдем место расположения чего-либо, да? И я голубенькими отметила кругляшками в доме, допустим. Мы для примера возьмем сейчас дом. И местонахождение будет по отношению к этому дому. Например, ич – это переводится как живот, но также переводится как внутри чего-то. Үйдүн ичинде – это внутри дома. И здесь мы обязательно добавляем буковку «н». Как мы проходили, оно должно добавляться, если мы говорим о третьем лице. То есть здесь мы не можем добавить, допустим, если, в моем животе, да, менин ичимде, то есть там «н» не добавляется, потому что там есть ичимде. А в третьем лице добавляется үйдүн ичинде, внутри дома. Это вот этот маленький кружочек внутри дома я отметила. Үйдүн ичинде. Сыр – это наружная часть вообще чего-то. И вот этим кругляшком я отметила то, что это снаружи, что-то находится снаружи дома. Үйдүн сыртында. Далее üstü – это верх. Үйдүн üstünde. И далее асты – это низ. Үйдүн астында. Получается внутри. Үйдүн içinde. Снаружи. Үйдүн сыртында. Наверху. Үйдүн üstünde. И снизу үйдүн астында. И сзади получается үйдүн артында. Ну, сзади кругляшочек не добавила. Ну, если сзади дома, то это үйдүн артында. На сегодня по грамматике все, по новым словам все. Надо будет вам дома выписать. Также в описании оставлю новые слова. Грамматику постараюсь оставить. И дома вам нужно будет самостоятельно выписать в свой блокнотик или в свою тетрадку новые слова, выучить их. И грамматику, если находится где-то или у кого-то, то надо добавлять окончание та, то, те, тё или да, до, де, дö. Например, менде алма бар, сенде алма бар, Сашада алма бар. И нужно также запомнить, что если мы говорим о третьем лице, то обязательно добавляем буковку «н» перед окончанием. Анын көлүндө. Или, допустим, үйдүн ичинде. Үйдүн сыртында. Сыртында. Үйдүн üstünde. Үйдүн астында. Үйдүн артында. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайк и продолжайте изучение кыргызского языка вместе со мной. Пока-пока.